Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом опыте нас, кыргызского народа. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта Сагынбаева-Рыжбакова написан роман в прозе, в 5 томах на кыргызском языке. Затем я эту книгу перевел на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто желает, может приобрести там электронные варианты моего произведения. А сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. «Все, что вы говорите, не является для меня новостью», – спокойно ответил богатырь. «Я очень хорошо знаю, что на помощь подоспел Кайман. Я чувствовал, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому предпринял необходимые меры предосторожности». «О каких мерах ты говоришь?» – любопытно спросил немного успокоившийся Бакай. «Я не ввел всех воинов в бой. Чтобы не дать врагу наступать со всех сторон, я оставил в засаде отряд Кукчу 80 тысяч человек. Сейчас прикажу им атаковать калмаков. Тогда, если Бог даст, мы изменим ход боя в нашу пользу». Манас позвал Кукчу и дал ему соответствующие указания. Казах со своим войском поскакал по дороге к Кызылкия и напал на врага. Ни на мгновение не замедляя атаки, он начал теснить калмаков. Когда наступили сумерки, две армии прекратили сражение. Они отошли на исходные позиции, разбили маленькие походные юрты и палатки по берегам речки. Чиня свое оружие, разыскивая пропавших, враги начали готовиться к завтрашней битве. «Есть ли здесь такой-то?» – спрашивали некоторые кыргызы, искали близких среди погибших. Другие взвалили на лошадей раненых, окровавленных товарищей и привезли их к расположению своих войск. Подложив им под голову подушки, они давали покалеченным друзьям пули, чтобы их вырвало, толкали пинцетом и расшатывали застрявшие пули. Воины также готовили луки тем, у кого были переломы рук и ног. Словом, оказывали посильную помощь всем нуждающимся. Другие заботились о тяжелораненых товарищах. «Такой-то очень плохо. Мы не знаем, выживет он или нет», — говорили они и были заняты поисками родственников таких воинов. Третьи навьючивали на лошадей, валявшихся на поле битвы, тело погибших товарищей и привозили в отряды. «Берите трупы». С этими словами они передавали покойников их друзьям и родственникам. Калмаки, китайцы были заняты такими же заботами. Кое-как похоронив мертвецов и отделив раненых, все они поспешно отступили в город Жанжуна-Кулуса. «Пусть тех, кто остался жив, пересчитает», — поступил им приказ начальства. После этого калмаки стали считать свою рать. В результате выяснилось, что у них осталось менее 200 тысяч воинов. Более 170 тысяч человек были убиты или ранены. Когда калмаки узнали это, они пришли в ужас и были ошеломлены. В результате боя с киргизами многие дети потеряли своих отцов, а еще больше людей – братьев. Несмотря на сокращение своих войск, Мороза упрямился, не отказался от намерения сразиться с кыргызами. Он собрал старейшин в своем дворце и провел совещание о том, как им дальше воевать с врагом. «Что мы взяли такого, что проклятые киргизы так истребляли нас?» – стал горевать Урал. «Они убили многих наших храбрых молодцев. Кайман, пришедший на помощь из Чу,
потерял 15 тысяч воинов и измучился еще больше, чем мы. Вы правы, повелитель, тяжело вздохнул высокий, темноволосый, смуглый Хайман. Буруты, которых мы никогда не считали за людей, усилились. Копая под наши корни, они хотят уничтожить китайцев. Да, печально кивнул головой хан. Наши дома разрушены, скот разграблен, старики и старухи умерли в печали. Мы стоим на пороге того, чтобы потерять города. Наверняка нам суждено подохнуть поганой смертью, доверившись Зинкану и Акумбишиму, находящимся далеко от нас. Жан Жуну, Рутая, дайте мне совет, как найти управу на богатыря Манаса. Варво, как будто получив удар копьем, тихо застонал и разрыдался, проливая горькие слезы. Вельможа, увидев, каких правитель ослабел, потерял мужество, совсем упали духом и уныло уставились друг на друга. «Почему вы молчите?» – запричитал хан. «Полпон и Шибан, Арцы и Куван, Мухтар и Кутка, найдите выход из тяжелого положения». Помянутые вельможи понуро опустили головы, ничего не ответили Варво, как будто в рот воды набрали. Видя, что все молчат, хан тяжело вздохнул. Если хаджа, которому ты веришь, начал тонуть, хватайся спереди и сзади за иву, говорят кыргызы, сказал он. Да чего же верна эта поговорка? Ладно, если молчите, я дам совет. Пойду на военную хитрость и попрошу Манаса отсрочку на 7 дней. До этого позову Акумбишиму на помощь. Когда прибудет его рать, мы сразимся с кыргызами. А что будем делать, если Акумбашим не поможет? Хмуро спросил среднего роста, желтолицый, пухлощекий Буртака. Если не поможет, придется покинуть эти места и бежать, понуро ответил хан. Жан Жуну, Дутая, Колдая, мы можем использовать такую уловку. Согласие всех, Варво вызвал писаря, написал письмо Манасу и попросил 7 дней передышки. Поставив печать на него, он отправил колдуна Будона к Манасу. Одетый в калмакскую круглую синюю шапочку, опоясанный острым стальным мечом, Бадон приехал в кыргызский лагерь около полудня. Подойдя к желтой палатке на зеленом холме, он увидел, как Манас сидит с витязями внутри и пьет холодный кумыс. Бадон поклонился богатырю и вручил ему письмо Варво. А тем один из охранников, вооруженный длинным мечом, отвел его к палатке своего отряда. «Читайте, дядя», — сказал Манас после его ухода, передал письмо Ошпуру, который сидел рядом с ним. Когда Ошпур закончил читать, богатырь задумчиво посмотрел на соратников. «Вы поняли смысл письма?» — спросил он у тех, кто сидел в палатке. «Поняли», — с улыбкой ответил Бакай, сидевший накинут на плечи в красном плаще. «Если пошел на такую хитрость, значит, Варво оказался в безвыходном положении. Понимая, что не сможет победить нас, он, кажется, хочет попросить Акумбишима о помощи. Вероятно, именно поэтому ему понадобилась передышка». «Ты прав, Бакай», — усмехнулся Манас. «Считая нас глупцами, этот калмак вообразил себя самым умным». «Что будем делать?» — вопросительно посмотрел на богатыря Бакая. «Должны ли мы дать ему этот срок или нет?» «Если боимся прихода армии Акумбишима, мы должны немедленно атаковать Варво», — вступил в разговор среднего роста смуглый Кугбаров. «Если нет, можно выполнить его просьбу». «Что ты сам думаешь об этом?» — поинтересовался у него Манас.
Давайте вместе решать этот вопрос. Ладно. Что вот скажет на письмо Ро богатыри? Мудрецы, Кыргыл, сидевший слева от Манаса, поставил чашку на скатерть. Позвольте поделиться своими мыслями. Говори, кивнул Манас. Я думаю, что надо принять предложение Орго по двум причинам. Прежде всего, мы не можем атаковать его сейчас. Правда, его армия понесла большие потери и ослабла. Однако и у нас погибло немало бойцов. Наши войска устали от постоянных боев и нуждаются в отдыхе. Ты хочешь сказать, что мы не сможем победить Орго? Вопросительно посмотрел на Кыргыла Бакая. Нет, у меня нет сомнений на этот счет. Я имею в виду, что если сейчас перейдем в наступление, можем понести ненужные потери. Поэтому мы должны дать отдых войску и принять предложение Орго. Понятно, произнес Манас. Теперь расскажи о второй причине. А вторая причина состоит вот в чем, улыбнулся Кыргыл. Как я уже сказал, нам нужен отдых. Орго нуждается в этом еще больше. Если Акунбешим не придет на помощь, он будет полностью уничтожен. Давайте воспользуемся ситуацией и убьем двух зайцев одним выстрелом. Примем его предложение, дадим воинам отдохнуть, потребуем Орго, что нам нужно. Что мы должны потребовать? Не понял Ковгород. Что можно взять побежденного врага? То, чего у нас нет. Как вы знаете, у нас нехватка воды. Так, давайте потребуем у Орго орошаемые земли. Что вы на это скажете? Кыргыл прав, подумал Манас, почесывая подбородок. Конечно, сейчас мы можем разгромить Орго, но воины очень устали. Нет необходимости зря мучить их. Впереди еще много сражений. Кыргыл правильно говорит, произнес богатырь. У нас действительно нехватка воды. Давайте возьмем у Орго орошаемые земли и выполним его просьбу. Все согласились с Манасом. Они вызвали Будона и отправили его обратно в Орго. Когда он рассказал о требовании кыргызов, хан выразил согласие и выделил им землю до реки Моюнду. Погодите, глупые буруты, мстительно подумал Орго. Пока я притворюсь трусом, слабаком. Но когда прибудет помощь от Акунбешима, я не буду самим собой, если не разгромлю и не утоплю вас одного за другим в водах Моюнду, как слепых щенят. Получив то, что потребовали, войска Манаса свернули и погрузили все палатки на лошадей. Затем они немедленно отправились к Великой горе, к Великой реке Моюнду, где с удовольствием начали отдыхать. С тех пор эта местность получила название Чиргалан. Вот, уважаемые товарищи, наше время подходит к концу. Кто желает, как я говорил раньше, может купить
электронной версии моих книг на моем интернет-сайте epos-monas.com. Кроме этого, как вы, наверное, заметили, все мои видеоролики сопровождают субтитры. Это сделано для того, чтобы и остальные люди в других странах дальнего зарубежья могли ознакомиться с моим произведением. Как вы сами понимаете, русским языком владеет гораздо больше людей, чем кыргызским. Только по официальным данным, русским языком по всему миру владеет около полумиллиарда человек. Поэтому, чтобы распространить свой эпос, свое произведение, мною было принято решение открыть в YouTube-канале еще вторую передачу на русском языке. Google переводчик, Яндекс переводчик гораздо лучше переводят на другие языки тексты с русского языка, нежели с кыргызского. Поэтому у меня к вам просьба. Сейчас мои видеоролик сопровождает субтитры на 112 языках мира. Поэтому, если вы хотите способствовать распространению эпоса «Монас» и моего романа, прошу вас поделиться со своими друзьями, родственниками, знакомыми о нашей передаче. Пускай они смотрят, слушают эти передачи и поймут, почему мы до настоящего времени гордимся эпосом «Монас», почему наши сказители из поколения в поколение в устной форме передавали друг другу эпос «Монас» как драгоценную реликвию. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.